Наши предки с древних времен играли в шаге. Шаге – это таранная кость овцы. В старые времена в юрте на полу стелили кусок войлока и играли. Шаге была семейной игрой. Со временем игра стала настольной. В наши дни с возрождением древней культуры и традиций стали проводиться соревнования по игре в шаге, и игра становится массовой. Ныне соревнования проводятся на огромных стадионах. Однако ход интересной игры шаге невозможно проследить с трибун. Мелкие косточки не видны зрителям на стадионе. Поэтому придумана игра барге, которую играют на большой площадке, подобно большим шахматам. Барге – это таранная кость крупнорогатого скота. В старину дети кочевников в своих играх использовали кость барге из-за неимения других игрушек, но их игра с костями барге превращалась в состязание на меткость, а аналога привычной игры шаге на большой площадке с использованием крупных костей барге не было. Поэтому игра барге – это совершенно новая игра. Ввиду того, что правила игры шаге и барге идентичны, покажем суть игры на примере шаге. Вначале следует пояснить, что шаге, в том числе и барге, имеют 4 стороны – буха, хомха, морин и ухр. При вбрасывании косточки остаются лежать в одном из 4 положений. Смысл игры в том, чтобы щелкнуть пальцем так, чтобы одинаково лежащие кости ударились друг от друга, не задевая третью кость. И после попадания одной из косточек игрок забирает себе. Это его актив. Выигрывает тот, кто набирает большее количество косточек. В барге вместо щелкания пальцем ударяем по кости молоточком, по-бурятски называемый мумса. Игра простая, увлекательная и полезная, развивающая внимательность, планирование и расчет дальнейших действий. Работает ум и тренируется меткость, ощущается физическая нагрузка, работает поясница. Новая игра барге начинает получать признание у народа с начала 2023 года. На средства выигранного в Фонде развития Забайкальского края гранта на территории Агинского национального музея строится площадка для игры барге. Для реализации грантового проекта по новой бурятской игре «Барге-Натан» нами был проведен круглый стол, где были обсуждены и утверждены правила игры. Затем в селе Дульдурга был проведен ознакомительный мастер-класс, после чего начали поступать в наш адрес, в адрес музея, очень много положительных отзывов, откликов. Люди начали интересоваться, приходить в наш музей, пробовать играть. И в дни проведения чемпионата России по стрельбе из лука на центральном стадионе для любителей мы решили провести пробный турнир по игре «Барге-Натан». И к нашему удивлению и радости собралось очень много болельщиков, много игроков. Пришли участники, откликнулись со всех сел нашего округа. Мы уверены, что в будущем новая бурятская игра «Барге-Натан» обретет своих любителей. Всех заинтересовала игра «Барге-Натан». Для меня это тоже первый раз я попробовала, и я думаю, что у этой игры большое будущее. Я впервые увидела игру барге. До этого, конечно, я в детстве играла шаге-натан. Очень интересная игра барге же. Здесь координацию нужно поддерживать, да. Но правила этой игры, я как поняла, нужно как шаге, только руками и ходить. Настольная игра превратилась в напольную игру.
сейчас мы подошли, где проходит такая интересная игра, которая называется Барге. И знаете, какая такая игра интересная? Я думаю, что ее нужно всем поиграть. Тут в чем она заключается, вот вы сами видите, да? Какие интересные большие кости. Поэтому нам очень понравилось, и пока мы здесь будем, мы еще много раз сыграем. Нам понравилось играть тем, что там интересно и надо искать одинаковые кости. Там еще очень мне понравилось, там можно выбивать кости, развивать меткость, можно сказать. Мы сыграли Барге, и нам очень понравилось. Игра Барге имеет прекрасное будущее. Уже есть предпосылки для включения игры Барге в программу Всебурятского международного фестиваля Алтаргана. Наши предки с древних времен играли в шаге. Шаге – это таранная кость овцы. В старые времена в юрте на полу стелили кусок войлока и играли. Шаге была семейной игрой. Со временем игра стала настольной. В наши дни с возрождением древней культуры и традиций стали проводиться соревнования по игре в шаге, и игра становится массовой. Ныне соревнования проводятся на огромных стадионах. Однако ход интересной игры шаге невозможно проследить с трибун. Мелкие косточки не видны зрителям на стадионе. Поэтому придумана игра Барге, которую играют на большой площадке, подобно большим шахматам. Барге – это таранная кость крупнорогатого скота. В старину дети кочевников в своих играх использовали кость Барге из-за неимения других игрушек, но их игра с костями Барге превращалась в состязание на меткость, а аналога привычной игры шаге на большой площадке с использованием крупных костей Барге не было. Поэтому игра Барге – это совершенно новая игра. Ввиду того, что правила игры шаге и барге идентичны, покажем суть игры на примере шаге. Вначале следует пояснить, что шаге, в том числе и барге, имеют 4 стороны – буха, хонха, моринг и ухр. При вбрасывании косточки остаются лежать в одном из 4 положений. Смысл игры в том, чтобы щелкнуть пальцем так, чтобы одинаково лежащие кости ударились друг от друга, не задевая третью кость. И после попадания одной из косточек игрок забирает себе. Это его актив. Выигрывает тот, кто набирает большее количество косточек. В барге вместо щелкания пальцем ударяем по кости молоточком, по-бурятски называемый мумса. Игра простая, увлекательная и полезная, развивающая внимательность, планирование и расчет дальнейших действий. Работает ум и тренируется меткость, ощущается физическая нагрузка, работает поясница. Новая игра Барге начинает получать признание у народа с начала 2023 года. На средства выигранного в Фонде развития Забайкальского края гранта на территории Агинского национального музея строится площадка для игры Барге. Для реализации грантового проекта по новой бурятской игре «Барге-Натан» нами был проведен круглый стол, где были обсуждены и утверждены правила игры. Затем в селе Дульдурга был проведен ознакомительный мастер-класс
После чего начали поступать в наш адрес, в адрес музея, очень много положительных отзывов, откликов. Люди начали интересоваться, приходить в наш музей, пробовать играть. И в дни проведения чемпионата России по стрельбе из лука на центральном стадионе для любителей мы решили провести пробный турнир по игре Барге Натан. И к нашему удивлению и радости собралось очень много болельщиков, много игроков. Пришли участники, откликнулись со всех сел нашего округа. Мы уверены, что в будущем новая бурятская игра Барге Натан обретет своих любителей. Всех заинтересовала игра Барге Натан. Для меня это тоже первый раз я попробовала, и я думаю, что у этой игры большое будущее. Я впервые увидела игру Барге. До этого, конечно, я в детстве играла Шаге Наден. Очень интересная игра. Барге же. Здесь координацию нужно поддерживать, да. Но правила этой игры, я как поняла, нужно как шаге, только руками и ходить. Настольная игра превратилась в напольную игру. Сейчас мы подошли, где проходит такая интересная игра, которая называется Барге. И знаете, какая такая игра интересная? Я думаю, что ее нужно всем поиграть. Тут в чем она заключается, вот вы сами видите, да? Какие интересные большие кости. Поэтому нам очень понравилось, и пока мы здесь будем, мы еще много раз сыграем. Нам понравилась игра тем, что там интересно и надо искать одинаковые кости. Там еще очень мне понравилось, там можно выбивать кости, развивает меткость, можно сказать. Мы сыграли Барге, и нам очень понравилось. Игра Барге имеет прекрасное будущее. Уже есть предпосылки для включения игры Барге в программу Всебурятского международного фестиваля Алтаргана.